В эфире программа «Абхазский путь» Апсуарамия. Напомню, не так давно, в 2024 году, самое молодое в Абхазии научное учреждение Институт экономики и права Академии наук Республики Абхазия возглавила Фатима Камкия, кандидат юридических наук. Поговорим? Поговорим. Поговорим. Ну, с директором Института экономики и права, кстати, это очень уникальный институт, Да. по крайней мере, он должен быть уникальным. Хочу обсудить прежде всего, вот, наверное, из истории создания этого института, когда его создали, я уже подчеркнула, что это самый молодой, значит, институт научный в Абхазии, для чего он создавался, и поговорим, наверное, о направлениях работы, о том, какие функции вообще предначертаны для этого института. На самом сайте Института экономики и права есть информация, которую подготовили основоположники этого института. И там четко прописано, что, как выяснилось из этой исторической справки, сам замысел создания такого института проговаривался еще при первом президенте Владиславе Григорьевиче Ардзинба, и вынашивалась эта идея, она как бы вызревала, и в конце концов в 2015 году было принято решение Академии наук Абхазии о том, что учреждается такой отдельный институт научно-исследовательский. Экономика и право, двухпрофильные. Какие задачи были поставлены перед институтом? Хочу сказать, что, разумеется, это обеспечение именно научных запросов, связанных с становлением, развитием Республики Абхазия в сфере права и экономики. Это и нормотворчество, это и теория, это и экономическая проблематика. И хочу сказать, что в течение 10 лет, наверное, сделано очень много относительно, и в то же время то хозяйство, если дозволительно так сказать, оно достаточно беспокойное в том смысле, что задач очень много впереди еще в выстраивании и стратегии развития академической структуры, и формирования научных школ. Вот одна из первоочередных задач, какую я себе представляю, конечно, становление новых кадров научных, воспитания, потому что есть аспирантура по этим двум направлениям. Что касается, особо хочу подчеркнуть, и сейчас вот вы тоже заметили, что действительно связь этих двух направлений, она уникальна для данного научного учреждения, но мне она кажется чрезвычайно позитивным и конструктивным, потому что такая связь может обеспечивать междисциплинарность, которая присуща вообще современным научным изысканиям. Ну, любая руководящая должность – это прежде всего ответственность. Неважно, мужчина, женщина и так далее. Да? Это ответственность. Дальше мы прошерстим твое резюме, чтобы иметь объективное представление о твоем опыте и потенциале для эффективной, успешной работы в должности директора института. Но пока у меня такой вопрос. Прошло немного времени. Тем не менее, что уже сделано вами? Наверное, я бы поделила сейчас вопрос на два важных составляющих, наверное. Это то, чем в целом институт занимался вот за этот короткий промежуток времени. И еще, наверное, отдельно то, с чем занималась я, например, как руководитель, приступивший к работе. И если начать с последнего, я бы сказала, что я занималась изучением коллектива, соответственно, научного потенциала коллег, кто входит в коллектив, какими научными направлениями занимаются, какова публикационная активность тех людей, которые задействованы в институте, соответственно, правовыми документами, программными, системой отчетности и так далее. То, что сейчас, может быть, не очень интересно слушать слушателю телевидения, но на самом деле то, что составляет львиную долю работы любого
руководителя. Что касается, хочу сказать, что очень признательна коллективу, потому что, может быть, без специального замысла людей, которые создавали этот институт, и, может быть, они так не задумывали, но так получилось, что достаточно большой процент совмещают с государственной службой. Это люди, которые имеют научную степень, также люди, которые занимаются преподаванием в различных вузах. Мне интересно, Да. я как раз на вашем сайте смотрела, 4 доктора наук, там много кандидатов и так далее, да? Да. 4 доктора наук. Это в области экономики и права Экономики. у нас такие Это в области в специалисты? основном экономики, потому что создан совместный с российскими коллегами диссертационный совет, на площадке которого были защищены 5 кандидатов экономических наук. И одна из таких достаточно сложных задач, которая сейчас стоит перед коллективом, это укрепление вот правовой отдела права, потому что там с кадрами чуть слабее по штатному расписанию, и не было еще диссертационных защит. Поэтому нам вот эту составляющую надо тоже, да, Ну, сбалансировать. доктора наук, профессора у вас работают, да? Вот Да, они работают, к сожалению, они в основном приглашенные. приглашенные. Ага. Да, но с одной стороны, в традициях современного мира развивать академическую мобильность, и это плюсовой момент. На мой взгляд, все равно надо начинать и двигаться. Если мы создали Академию наук, то должны быть и защиты, потому что так формируются научные школы. Одно без другого как-то тяжело вяжется. Я сейчас стараюсь, кстати, вовлечь в нашу вот нормотворческую работу. У нас есть запросы на научную экспертизу, 5 нормативных актов. Сейчас у нас в работе 6-й еще нормативный, достаточно объемный, серьезный. Жилищный кодекс по запросу парламента, закон об образовании. Работаем на данный момент над этими научными экспертизами. Ну вот одно из главных направлений изучения, скажем, серьезных управленческих решений, которые принимает власть, и экспертиза, да, вот изучение законодательных актов. Но это не, то есть с точки зрения права, с точки зрения экономики, решения, которые принимаются, или законы, да, нормативы, Да, которые они должны принимаются, насколько проходить. они обоснованы. Да. Это вот то, чего должен заниматься ваш институт. И поэтому хочется спросить, есть ли уже серьезные разработки, и еще насколько во власти, там наверху, востребованы исследования, чтобы работа не была формальной. Да, как часто, скажем, со стороны власти разных уровней, причем обращаются в институт, вот что я хочу спросить, обращаются в институт с тем, чтобы институт дал свою экспертизу, свое заключение и так далее. Ну вот за период, пока я являюсь руководителем, да, пока года нет, я же только что сказала, мы уже осуществили 4 такие экспертизы по запросам различных государственных структур. Это Министерство экономики, Кабинет министров, парламент. И сейчас у нас также в работе еще 2 таких законопроекта серьезных находятся в работе. Я бы хотела сказать, наверное, у вас сам достаточно этот ресурсов, вопрос да, вот ваших ученых, которые там работают, для того, чтобы они могли по разным самым вопросам, но я думаю, что это сложно, чтобы по всему кругу вопросов говорить. Вот. Но в целом есть достаточно серьезный потенциал, который можно мобилизовать. И вот как раз в этом направлении сейчас я стараюсь работать. Мы создали отдел экономики, чтобы он отдельно упорядочивался и выявлял эти моменты, Мне вообще актуальные интересна запросы. процедура, как это происходит. К вам обращаются или Да. вы сами мониторите? Вот на текущий момент, как раз Да. то, что я изучала, то у нас это, в принципе, происходит в силу, например, есть злободневная проблема. Мы сейчас вот в 2 мероприятиях готовимся участвовать. Это и круглый стол, посвященный вот той проблематике, которая возникла в сфере
туризма, отдел экономики готовит круглый стол. Также мы проработали вопрос, связанный вот с культурным кодом, и вышли сами, допустим, с просьбой осуществить апробацию обсуждения на площадке общественной палаты. Зачастую обращаются к нам. Обращаются к вам, Да, хорошо. официально, с Но письмами, с законопроектами. Да, исследовательская такая практика. работа А, является приоритетным направлением в ну, деятельности в института? Академии наук, конечно, Да. да. Она ложится в основном не на стол государственным структурам, а пока оформляется в виде отчетов за полгода, за годовые отчеты, которые формируются из индивидуальных отчетов и соответствующих Ну, в тем принципе, научно-исследовательской анализ, работы. мониторинг– это ведь тоже исследовательская работа, изучение Конечно, таких конечно. серьезных вопросов. Даже пусть Поэтому, будут это управленческие решения и так да, далее, это тоже да, надо да, изучить, да, да. проанализировать. Это все исследование, но я имела в виду вот плановые какие-то, есть План, темы, над которыми да, да, работает да, да. институт. Да, они связаны, безусловно, с такими важными. Вот сейчас вот как бы навскидку могу сказать, что в плане НИР на 2025 год у нас есть вопросы, связанные с государственным обустройством в современных условиях, какие вызовы есть, с тем, как улучшить госслужбу и, соответственно, идет работа по законопроекту о государственных служащих, в основу ляжет. Отдел экономики прорабатывает вопросы, связанные с и таможенной сферой, и регулированием, в сфере туризма и ряд других вопросов о защите прав малого и среднего предпринимательства. Одна из тем, у нас есть и тема кандидатской работы, над которой работает аспирант. И вот мы стараемся сейчас сделать так, чтобы тематика кандидатских диссертаций она совпадала с той проблематикой, которая представляется важной с точки зрения развития экономики и права Абхазии. Круглый стол, о котором вы сказали, вы хотите посвятить какой теме? Теме демпинга, который В вот том так, числе и в да? том, как дальше надо поддерживать, каким путем пойдет это направление, как государство должно участвовать в управлении в этой сфере. Потому что, конечно, это конкуренция, антимонопольное законодательство и ряд других вопросов. И сейчас на этом этапе, как руководителю, мне видится так, что отдел экономики вышел с этой идеей, и соберутся люди, которые активно участвуют, и включая нового министра в данной сфере, ряд других практиков, людей, предпринимателей, которые задействованы. Сбор и обсуждение информации в данном направлении, я думаю, задаст то направление, отталкиваясь от запросов в обществе, какие проблемы, вопросы ставятся, и я думаю, они должны лечь в основу научной разработки в данном направлении. Анализ текущей ситуации в туризме, потому что там, скорее всего, уже имеются какие-то очень интересные тенденции, которые можно оценивать как положительные, как негативные, все там возможно. Ну да, это Мы должны жизнь. знать все, текущую ситуацию и тенденции в развитии там туристического бизнеса в Абхазии, туризма в Абхазии, ну, мог бы, скажем, заниматься Институт стратегических или Центр стратегических исследований при Да. президенте, а может быть, на самом деле, этим могли бы заниматься вы. Да, знаете, я хочу сказать, мы сотрудничаем очень положительно, я считаю, с Центром стратегических исследований. Мы участвуем на их площадках, мероприятиях и так далее. Я не могу сказать, что у нас есть некая линия, но вот как бы стараемся работать так, чтобы взаимодействовать. И есть у меня твердое убеждение в том, что и научные структуры не должны быть монополизированы, научная точка зрения или исследования. И поэтому я придерживаюсь, и как бы мы озвучиваем в процессе обмена мнений, что давайте, должны быть разные точки зрения. Мы можем прорабатывать одну и ту же тематику, и это даже замечательно. Таким образом, мы можем охватывать самые разные грани и самые современные подходы к решению той или иной проблемы. Поэтому
Я думаю, что и с точки зрения государственного подхода это хорошо, что есть разные структуры, которые могли бы прорабатывать соответственно, потому что современное государство и общество без научного подхода вообще невозможно. Я считаю, это связано с тем, что время стало более стремительным. Я думаю, вы меня как историк поймете, что если, допустим, наши предки могли в течение 100 лет медленно и спонтанно приноравливаться к решению каких-то, адаптироваться к решению тех или иных проблем, то сегодня это 100 лет, сегодня в 10 лет. А я думаю, Работает закон меньше. ускорения истории. Это Все ускорение ускорилось, времени. все ускорилось. При такой плотности движения спонтанность, к которой привыкают традиционные общества, она вообще, собственно говоря, она не поможет выжить и приноровиться к этому современным вызовам и угрозам. И поэтому нагрузка должна ложиться, конечно, на науку, которая может более и с точки зрения прогностической, и с точки зрения предложения конструктивных путей и методов решения проблем. Ведь, кстати, успех Америки в том числе был связан с тем, что, как один известный американский социолог говорил, есть проблема, да, создайте институт. В ответ на эту проблему означает создайте институт. Первым директором этого института, вашего института, был Заур Иванович Иван Шалашава, Шалашов, да? да, Вот, да. и, видимо, все это Как-то начинал Заур Иванович, светлой да, памяти, он у нас начинал все это. очень интересная в этом смысле какая-то внутренняя такая случайность, связь, потому что он же закончил РУДН, и так получилось, что когда на 50-летие ему вручали диплом доктора экономических наук, я оказалась в зале и делала фотографию. Единственный человек, который из Абхазии был свидетелем такого торжества его в личной жизни. Вот. Ну и я проработала, вы знаете, больше 20 лет в РУДН. Да, мы об этом институте, да. поговорим обязательно, но пока я вот хочу спросить, Заур Иванович ушел из жизни недавно, вот в прошлом году, правда, да? Институту в этом году, наверное, исполняется 10 лет, 10 да? лет, 10 да, лет. да. Вот вы сейчас пытались изучить, проанализировать то, что там происходило внутри института, то есть работу проанализировать, да, подвести какие-то итоги. Вот интересно, можно говорить о каких-то серьезных достижениях научных? Может, они работали до вас еще над программой экономической или что-то, вот какие-то разработки научные, которые могут иметь практический смысл, практическое значение для нашей страны и для развития экономики? Ну, я из того, как могу сделать такой вывод, что институт активно участвовал в жизни общества и государства. Очень много выступали все коллеги на разных площадках научных, СМИ взаимодействия. Я думаю, вы тоже это знаете. Вот, научных работ много. С учетом того, что Заур Иванович принадлежал и относился к экономической науке, я думаю, именно эта сфера ему была ближе. И с точки зрения этой составляющей, как раз-таки отдел экономики, он и сформирован более основательно, и защиты проводились в этой сфере, и, соответственно, разработки тоже имели место быть. И, кстати, Работала с его статьями, и он, кстати, поддерживал активно позицию развития инвестиционной политики, рассматривал в его статьях, активно поддерживал это направление. да. Вот подготовка кадров специалистов экономического и юридического профиля через аспирантуру и соискательство является одним из направлений работы вашего института. Да. Аспирантура, соискательство, насколько они востребованы? Вот, при вас уже обращаются молодые люди? Есть такая тяга к науке? Без своих ученых и подготовленных профессионально людей, я уже вот только что сказала, как мне это видится, что наука должна стать серьезной силой, на которую опираются государственные структуры, в целом общество. В связи вот на фоне тех вызовов, угроз, которые мы сегодня в постглобальный период переживаем. И я думаю, что
Есть проблема одна очень серьезная. Молодые не видят стимула в своем научном развитии. Но что чрезвычайно отрадно, вот сейчас на площадках Академии наук организовывают лекции со всеми научными руководителями, которые ведут аспирантов. И я хочу сказать, что у нас есть очень талантливые молодые люди. Вот хочется вкладываться в то, чтобы они развивались и создавать эти научные школы. И некоторые считают, что количество публикаций есть показатель, может быть, успешности деятельности научной структуры. Но мне кажется, конечно, может быть, в силу того, что я много отдала сил в жизни педагогической деятельности, конечно, формирование вообще молодежи будущей – это очень важно. Конечно, это, может быть, опять банально сказать, что должны быть высокие зарплаты. Но на сегодня сделано очень много в том плане, что есть бюджетная аспирантура. Сейчас идет практически подведено уже под то, чтобы договор заработал, это соглашение о взаимном признании научных степеней между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. И, кстати, я получила первый запрос на то, чтобы возьмите меня учиться в аспирантуру из России. Да, на что я, честно говоря, ответила, что практика такая пока не сложилась, что мы сейчас будем вести переговоры с Академией наук, президиумом, чтобы говорить о том, что есть уже и такой запрос. Такой запрос, он тоже определенный вызов в том смысле, что надо планку достаточно высокую держать, чтобы был имидж и некий знак качества в школе, которая готовит, соответственно, людей к научной деятельности. Есть много проблем с этой точки зрения. Я не могу сказать, что государственные люди нас не понимают, не слышат совсем. Я думаю, что есть объективные проблемы с точки зрения того, что есть сложности действительно в финансовых возможностях. Ну и, конечно, я думаю, и спасибо вам сегодня за эту возможность, что мы вместе, я думаю, тоже заявляем еще раз о том, что науке действительно надо уделять серьезное внимание. Мы вступаем все в большей степени в такую полосу развития человечества. Вот, если позволите, переходя, допустим, к нашей тематике, над которой я сейчас работаю, казалось бы, мне коллеги тоже говорят, вот вы культурным кодом занимаетесь, а как это связано с экономикой? Если послушать первых экономистов Российской Федерации, например, того же профессора Аузана, который возглавляет экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, его лекции посвящены культурному коду в связи с экономикой. И они исследуют вопросы, связанные с тем, почему одни страны успешно отвечают на современные вызовы, они обеспечивают себе экономический рост, а другие не могут это сделать. И приводя в качестве основы своей работы, он говорит о том, что при анализе они пришли к выводу, что традиционные аспекты, которые брались в счет, в смысле анализ, это такие сырье, например, ресурсное богатство страны, либо человеческий капитал и так далее, институты, которые обеспечивают, допустим, банки и так далее, и так далее. А он говорит, мы поняли, что одного элемента не хватает в анализе. И этот элемент связан с культурой. «Абхазский путь» в эфире. Мы продолжаем беседу с Фатимой Камкия, директором Института экономики и права Академии наук Республики Абхазия. В юности вы мечтали стать журналисткой, но судьба привела вас в Ростовский государственный университет. Так вы политолог или юрист? Да, это сложный такой вопрос. Хотя вы учились на юридическом факультете, да? Нет, факультет был не юридический? Философский факультет. Философский факультет. Чему я тоже, кстати, очень признательна. Да. Я хочу сказать, что да, я искала в поисках между гуманитарными направлениями
к окончанию школы, да, то увлекалась историей, потом филологией. Но видела себя, кстати, учителем школы сперва, и потом как-то увлеклась журналистикой и поступила на подготовительное отделение Северо-Остинского госуниверситета. И в процессе вот как раз-таки учебы пришли такие направления целевые от республик с целью, видимо, укрепления государственных структур в те годы. И они выбирали, хочу тоже подчеркнуть, кстати, они выбирали тех, кто будет способен учиться, потому что на самом деле учиться на философских факультетах это было очень тяжело, очень да. сложно. И я Да. тоже с трудом вспоминаю, что это было особенно первые годы, даже просто язык преподавателей было понимать сложно, потому что это такая оторванность от земной жизни, такой каждодневной, да, повседневной. Вот, но к моменту окончания, уже где-то в середине учебы, нашему направлению сменили направленность, и мы заканчивали уже как преподаватели социально-политических дисциплин. Ну, да. Да, и уже после того, когда я попала в Абхазию, я решила, что надо. Да, вот Спасибо эта квалификация за ваша да. очень интересная, преподаватель социально-политических дисциплин. Вы Да, много это чего можете специализация, преподавать, кстати. да, квалификация в философии, а специальность преподаватель социальной Ага. так по дипломе То есть написано. квалификация считается философия все же, да? Да. Да, вот может быть вот эти занятия, вот эти научные интересы, они привели или подвели вас к проблеме культурного кода, вот Верно, по да. поводу которого, кстати, у вас имеются разработки Публикации, да. научные, интересные. Мне кажется, что сама постановка вопроса тоже уже интересна, значит, да, сама, это самое, не говорю о Да. результатах, там, о каких-то выводах и так далее. Почему бы вы заинтересовались именно культурным кодом? Ну, вот и я хочу сказать, что, конечно, первое образование, оно подводит к тому, чтобы я все время чувствую свое отличие, когда общаюсь с разными людьми, и в том числе образованными, потому что именно эта подготовка нас привила нам по профессии все время видеть все общество целиком. Да, целиком, Да, правильно. и во взаимосвязи всех элементов. Обычные люди так не мыслят. Ну, в смысле, даже узкие специалисты в каких-то сферах, они всегда видят свое узкое поле, считают его приоритетным, и профессионализм проявляется. И вроде бы, казалось бы, вот это общее видение, оно же вообще может выпадать из анализа. Но например, когда я занялась обычным правом абхазов, у меня тоже, кстати, была достаточно прикладная задача в том плане, что я попала в новое общество, и я хотела понять, как живет это общество. То есть абхазское общество. Абхазское общество. Абхазское Поэтому я общество. и первое погружение в культуру абхазов у меня, конечно, произошло на уровне ознакомления и систематизации той информации, которая опубликована. А что касается культурного кода, конечно, это уже самые современные методологические подходы. Я уже выше процитировала Аузана, например, о том, чтобы современные все страны, которые хотят выжить, да, и самосохраниться в современных условиях. И, как говорят аналитики, временной промежуток относительно того, чтобы цивилизации смогли дать свой цивилизационный ответ на те вызовы, которые мы в достаточно жесткой форме человечество получает в постглобальный период, этот временной промежуток, он может быть достаточно кратким. То есть у народов и стран мало времени, чтобы отдать свой ответ в том смысле, что способны мы выжить в этих новых условиях или нет. Потому что по некоторым данным ученых на человечество будет надвигаться еще следующая волна глобализации, связанная с техногенными, вообще с переходом на новые технологические уклады. Некоторые говорят о 6-м, о 7-м технологическом укладе и так далее. И мы думаем, что очень важным с этой точки зрения является сохранение идентичности, сохранение преемственности, и то, как общество коммуницирует.
Да. Ну, а что такое культурный код? Культурный код это не есть в прямом смысле или буквально идентичность. Вот эту тему Просто культурного кода сказать. стали так актуализировать. Вот в Абхазии в основном вы вот с супругом вы занимаетесь этим. Просто я больше никого не читала. Занимаются ли этим, я не знаю. А когда я начала пролистывать материалы, литературу в интернете, я увидела, что в России, например, этим занимаются серьезно. И в разных научных центрах России, кстати, Да. занимаются этим, да. Я думаю, что потеря, страх потери идентичности, страх раствориться как бы в истории, он, кстати, владеет сегодня не только такими малыми народами и странами, но и большими цивилизациями. Поэтому обращенность к этой тематике связана с тем, что как бы темпы новаций, которые сыпятся на человека, как из рога изобилия, они такие стремительные, что вот как волны ведут, но в какой-то момент человек останавливается и думает, и куда дальше эти волны ведут. И путеводным моментом здесь становится как раз-таки апелляция к тем традициям, к тому опыту, который передан. И если вот эта связка теряется, то общество может потеряться, по большому счету, потерять ориентиры. Вот с этой точки зрения хочу сказать, что у абхазов, как мы видим в рамках этих разработок на текущий момент, есть замечательные, грандиозные предпосылки, в частности, получившие воплощение в гербе Республики Абхазия. И само воплощение в гербе Республики Абхазия, оно уже символизирует, я думаю, что это просто гениальное, интуитивное прозрение художника, который именно этот сюжет возвел в ранг политического символа Республики Абхазия, потому что он несет в себе то, что скрывается за этим сложным вроде бы культурный код, его иногда очень упрощенно в разных сферах используют, но в контексте тех научных дисциплин, к которым мы имеем отношение, хочу сказать, что это императивы ценностные, и это поведенческие установки, которые помогают осуществлять коммуникацию в обществе на разных его этажах, в том числе и при формировании власти, осуществлении власти как таковой. Что такое культурные универсалии? Универсалии. Но Верно. когда я начала изучать культурный код, я поняла, что это как раз-таки речь идет не об универсалиях, а речь идет об особенностях культурных. И недавно я общалась на эту тему со своими коллегами, и кто-то сразу сказал, наш культурный код – это апсура. Вот в том, что вы говорите, сейчас изучаете, делаете научные разработки и так далее, связанные с культурным кодом, апсура как-то занимает какое-то место в этом? Да, безусловно, но в данном случае мы отталкивались, я думаю, от ключевого символа, который формализован. И То есть меньше вы дискуссий. изучаете герб как культурный код, да? Верно. Герб. Мы на нем через Да. этот символ хотим раскрыть поведенческие установки, которые бы позволили успешно коммуницировать в обществе, потому что именно с этой точки зрения в целом на государственном уровне, если нет согласия вокруг этих моментов, то коммуникация успешная не получается. Успешная коммуникация осуществляется на уровне семьи, большой фамилии, патронимии абхазской, допустим, рода, но не осуществляется на государственном уровне. И нужно как раз-таки вот эту проекцию осуществить. Кстати, один из старейшин недавно в своем выступлении сказал о том, и вы мне поможете на абхазском это сказать, я боюсь с акцентом это произнести, не совсем правильно. Как можете. Была фраза сказана, говорит, что надо на Конституцию Республики Абхазии натянуть абхазскую кожу. Вот если вы буквальный перевод, не очень может звучный, всё правильно, благозвучный. кстати, да. Да. Анатомично звучит, но все равно интересно. Да. И я хочу сказать, то, что мы делаем, как раз-таки мы и хотим сказать, что есть универсалии, но они прекрасно выводятся
из абхазской культуры, Ага. в связке с культурным кодом, безусловно. Потому что если мы даже обращаемся к мифам, а как мы знаем, что вообще в культурологии, в целом в социологии и так далее, во всех общественных науках мифам уделяется очень серьезное внимание, а они работают. Это кажется, что тезис о том, что они ушли в историю, но мифы, мифология, это работающий вполне инструмент. Поэтому хочу сказать, что нарский образ, вот этот образ Сосрыгова 99 братьев, он несет в себе достаточно серьезные политико-правовые ценности. Мы пока заострили внимание на этой составляющей. И суть в них заключается в том, что, и, кстати, нарский эпос дает нам и образ правосудия, Фемида, потому что Сатана Игуаши, она как раз-таки разбирала споры между 99 братьями и Нартом Сосрыгова. Он же есть у нас в нашем, под этим ключом, если рассматривать, да, он есть воплощение образа, во-первых, баланса, тот опыт, наработки, да, предков, и, как англичане говорят, стоим на плечах великанов, да, наших предков. И в этом смысле действительно великанов, потому что дали такое знание, как нартский эпос, который собрал этот опыт по крупицам и передан следующим поколениям. Значит, в этом образе у нас сразу баланс публичного и частного, потому что служить общественному благу, да, достижению всеобщего блага, как по-аристотелевски, да, что значит политика или жить в полисе для него, когда есть служение, есть понимание всеобщего блага, есть целеполагание двигаться к этому всеобщему благу. Соответственно, это баланс публичного и частного. И этот образ его выражает. Он добывает звезду совершенно необычным способом, открывает дорогу. Да, образ. Он в себе эти ценности несет, поведенческие. И добывая, он нам показывает, что достигнув чего-то необычного для всего общества, он заслуживает право признания в этом обществе, соответствующего статуса. И я думаю, в этом моменте мы находим ключ к тому, как должна формироваться власть, властные институты, где должны у власти находиться самые достойные. Кстати, понятие достойный человек, достойный, очень часто встречается в статусах различных. В описании я вот как раз занималась правовым статусом в рамках обычно правового, да, исследования. И хочу сказать, что также далее, значит, он баланс традиций и инноваций олицетворяет герб Республики Абхазии. Каким образом? Смотрите, он добывает звезду не так. Обычно костер любой мог из 99 братьев разжечь, чтобы спасти, обогреть, осветить дорогу. Но образ, символ, какой здесь скрывается, он связан с тем, что он добывает необычным образом. Я знаю, что идут дискуссии, кто-то по-своему говорит, что он там почему в звезду стреляет и так далее. Но я думаю, что культурный смысл в данном случае, с точки зрения императивов поведения, связан с тем, что он добывает необычным способом. А это определенная открытость абхазского общества, несмотря на его традиционность, к новациям. И этот образ в себе скрывает ключ к балансу традиций и инноваций. Значит, не только тот, кто достоин, но и тот, кто открывает новое. И в современном контексте это обретает еще Это, собственно, ваша актуальный смысл. интерпретация? Ваша интерпретация. Я думаю, это наша интерпретация в том смысле, что мы только помогаем это раскрыть. Потому что если бы этих смыслов не было, если бы мы не находили отклика в культуре во всем этом, то вряд ли мы бы смогли это сделать. Создавая герб Валерий Ганги, да? Ну, мы прекрасно сейчас понимаем, что он был не только художником, он был философом. Тут философия. Да. Все, о чем вы говорите, это большая философия. Сейчас с точностью сказать, что он вкладывал вот, в деталях в наш герб, это, наверное, не так просто, но все равно ваша интерпретация очень интересна в любом случае, особенно что касается инноваций, там, новых подходов или методов и так далее, открытости всему новому, может быть, да, вот это очень интересная интерпретация. То есть вы считаете, что
автор нашего герба, он осознавал связь между государственной символикой и национальным культурным кодом. Знаете, если позволите, Да. так как личное, ну, как бы в процессе творения я не имела возможности, к сожалению, присутствовать, и я же уже как факт принимаем то, что есть узаконенный герб, символ, который принят, легализован, легитимен абсолютно. Я хотела бы ответить на этот вопрос словами профессора Черниговской Татьяны Владимировны, которая очень известна, да, в соцсетях, одна из таких популярных, кому из ученых удалось достучаться до широкого круга Большая слушателей. умница, да, Она очень часто интересный говорит человек, о том, она, знаете, она ставит иногда непривычный для ученого мира знак тождества между видением художников, руководствующихся великой интуицией, потому что они сами не объяснят, почему. Спросите их, как они идут по канату, они вам это не скажут. Они становятся, упадут, но не смогут объяснить художники, музыканты и так далее, чем вот в этот момент по наитию он руководствовался. Но в этом и ценность, потому что он это почувствовал, он увидел, и он предложил, и это было понято и принято, но не было истолковано и интерпретировано с позиции современных задач, стоящих перед государством Республики Абхазия. Хорошо. Вот, как мне представляется? Что дает нам знание культурного кода? Насколько это актуально на Это самом деле основа для нас? правопорядка. Это основа правопорядка, социального порядка. Мы можем даже сказать, что вот между крайностями коллективных ценностей, индивидуалистических ценностей, которые несет нам рыночная экономика, ну, любой человек может потеряться, и сообщество может потеряться, а это ориентир. Ты, значит, есть такое слово, как айзерхар, да, вот, приращение, да, и оно было ключевым как целеполагание, если вот как античным традициям обратиться, они говорят, откуда слово культура? Они сперва называли этим словом, в агрономии называли процесс взращивания культур. Земледелие, да. Земледелие. А потом перенесли на взращивание человека. Понимаете? Это растить человека. А это растить человека, будущее поколение, с каким видением, как они должны коммуницировать, на какой ценностной основе. И параметры задает нам этот символ, этот культурный код. Мы общаемся через него, и через него должно быть доверие между разными частями общества и теми, кто управляет, и теми, кто осуществляет власть, и теми, кто подчиняется, принимает эти распоряжения, исполняет. Должно быть всегда присутствовать. Этот культурный код должен быть руководством к действию, он должен заработать. Он сегодня есть, но он не работает, и мне кажется, отчасти от этого есть кризис. Вот о чем, почему ценность высочайшая в нем. Ну вот в нашем обществе или хотя бы в научных кругах есть интерес к знанию или к изучению, к пониманию культурного кода? В процессе общения у нас как бы сложилась в обществе как парадигма критики. Такая парадигма критики, что мы все знаем, как мы видим недостатки, как плохо идет работа. И я думаю, что есть некий дефицит с точки зрения того, чтобы были конструктивные предложения. И вот ученый мир этим должен заниматься. Я думаю, что многие занимаются достаточно успешно, но вот что касается именно вот этого уровня, о чем я сказала, на уровне глобального, да, общества и государства, и выведение из культуры, из того богатства духовного наследия, которое есть, тех формул того видения, как сегодня адаптироваться, выживать, самосохраниться в современном мире, я думаю, без этой связки сложно выстроить что-то легитимное.
Возможно, что вот с вашей интерпретацией, скажем, да, культурного кода или интерпретацией того же нарского эпоса и так далее, кто-то может согласиться, кто-то может не согласиться. В любом случае, то, что вы саму тему вот актуализируете, это очень хорошо, потому что я сама начала думать сейчас над этой проблемой. Я, скорее всего, интуитивно об этом думала всегда, но уже думать об этом с точки зрения науки вот начинаю, когда вот вижу, что есть вот такие научные, значит, инициативы. Один очень уважаемый человек, который хорошо понимает язык, очень красиво разговаривает на абхазском языке, культуру знает и так далее, он сказал, ну почему вы говорите о Сосрыху, но в конце-то концов 99 братьев его убивают, и вы вот такой сценарий, вы его актуализируете, и мне, говорит, даже страшно, потому что он, ну, он на своем языке такой, я сказала, потом мы, кстати, думали над ответом, над этим вопросом и сказали, но знаете, если говорить словами даже известного героя Хварцкия, да, он говорит, мы возродимся в новом качестве, более мудром, более честном. И я хочу сказать, что нардский эпос, да, его, ну, раз он ушел из жизни, все-таки это предупреждение потомкам о том, что если появляется Сосрухо, его надо беречь, потому что он нужен обществу, да, с тем, что он неравнорожденный, кстати, носитель с этой точки зрения правовой справедливости, не только этической, там, родовой и так далее, а именно правовой, потому что мать его защищала, потому что он заслужил по достижениям. Да? И с этой точки зрения, если ошибки возможны, но в то же время сам нардский эпос есть как бы знание в этом смысле, предупреждение, чтобы не повторялись эти ошибки. И, соответственно, ценность в том, что народ и последователи, да, ну, в смысле абхазской культуры, нардского эпоса, современной Абхазии узаконила, тем самым заявив себе и другим о том, что возрождение состоялось. Ну да, культурный Символически, код, я сейчас хочу сказать, именно на языке символов. культурный код, как говорят специалисты, он скрыт. Если мы будем анализировать поведенческие признаки общества, да, на какие-то вещи серьезные, там уже можно почувствовать, где находится и в чем заключается наш культурный код. Ну, знание народной психологии очень важно, наверное, в этом вопросе тоже. Я опять же начинаю думать, что когда вот именно, ты связывала культурный код с правом, мне показалось, что ты хочешь выйти именно на этот вопрос. Да, ну Почему? есть Какая прямая связь между правом и культурный код культурным будет кодом? работать, он как ядро культуры, да, вот как бы лучи жизни направляются, да, то есть с разной сферы жизнедеятельности. И с точки зрения культуры, с точки зрения экономики, права, политики и так далее, но он всегда лучи отражает. В этом смысле, да, он должен работать и иметь свое проявление в разных сферах жизнедеятельности. Ну, мы посчитали, что в наших силах, скажем так, было сказать именно с точки зрения политико-правовой философии. Вы вот со своим супругом Бесланом Камки этим вопросом занимаетесь и так далее. У вас одинаковое понимание или есть противоречия в интерпретации этого вопроса? Ну, вообще дискуссии у нас нет, если с точки зрения как-то кто-то за что-то цепляется, и потом идет все больше углубление. Но без его знания абхазской культуры языка этимологически раскрыть эти вещи невозможно. И самое главное, всегда он говорит о том, что это все работает, но работает локально. И если бы это не было живой материей, сложно было бы уже говорить об этом. Оно работает, например, на уровне рода, семьи, потому что там смысл воспитать хорошего человека, айзерхара, приращение осуществить. Да? В поговорках абхазских это есть о том, что достойный сын принадлежит народу,
они достойны родителям, да, или Да, семье, да. допустим. И еще ряд можно приводить таких закрепления вот этой ценности. Ну, ради чего приращение должен осуществлять человек? Да. Ну, потому что он хочет прославить семью, род. А сейчас мы должны расширить этот круг, сказать, должен еще прославить страну, государство. На новом витке истории, я думаю, руководствуясь разумом, и в том числе сегодня этот разум исходит от ученого мира, должно произойти заново толкование, интерпретация этих ценностей применительно к современности. Мы продолжаем абхазский путь с Фатимой Камки. Переехала в Абхазию в связи с замужеством в 1990 году. Как запомнилась Абхазия этого периода? Неожиданный вопрос, да, такой. Как запомнилась? Знаете, впервые приехала в 89-м, потому что мы еще студентами заключили брак. И 89-й год, лето, я думаю, всем, кто жил в то время, запомнилось соответствующими Если бы событиями. ты тогда не поступила бы в Ростовский университет, и он туда не поступил бы, да, мы в одной видите, группе судьба. учились. Да. Ага. Вот, мне запомнилось именно, ну, конечно, Абхазия всегда 89-й год, да, это лето, и это первые противостояния, митинги, то есть как бы вот как-то совпало. Вы не подумали, нам тут нечего делать? Нет? Или как? Не знаю, как-то, знаете, так насыщенно всегда все двигалось, что некогда было об этом думать, потому что надо было, знаете, переезд из одного пространства в другое. Вот уехала из Осетии в Ростов, это культурный шок, потому что надо было принять этот новый, он относительно, но все-таки большие города, это своя культура. Потом приехали в Абхазию, опять отчасти культурный шок, потому что это опять адаптация, да, и принятие каких-то новых вещей в жизни, в укладе общества. Поэтому, да, это было очень стремительно. Потом работа в Абхазском госуниверситете, новая семья, дети и сразу война. По сути, так как-то так получилось. Такой бунтажный был период, бунтажный, да, сложный очень сложный, да. У вас 3 детей, они все родились в 90-х? 2 девочки старшие в 90. Они, вот мы в войну вошли с ними. Младшей было 5 месяцев, а старшей 2 годика с небольшим. И война нас застала в Адюбжах, и мы не могли двигаться по семейным обстоятельствам, так как у нас в семье был очень больной человек, и в связи с этим у нас были определенные затруднения, 2 маленьких детей. Вот. Но потом друзья свекра по происхождению, он был чех, они вышли на Международный Красный Крест, и однажды они с супругой приехали и сказали мне, что ты обязана спасти детей, и если у нас получится по такому пути выехать, мы тебе дадим координаты, и я им очень благодарна. А сын родился после войны уже в 97-м году. В 97-м году сын. Он один у нас сухумчанин. Да. Детей поднимать, представляю, как тяжело было в то время. Материально в особенности. Да, иногда, знаете, вот я вспоминаю, вот сейчас мы часто, кстати, говорим о том, что как сложно стать ученым, служить, да, и так далее, что есть материальные проблемы. И я сейчас вспоминаю, что после войны вообще наука вообще было сложно сказать, кому она нужна и понадобится. И можно отдельно написать книгу о том, как мы находили книги, и как мы добывали какие-то деньги на дорогу, чтобы там поехать, найти эти книги. Это были лишь абсолютно голодные годы, наверное, можно так сказать, да, сразу после войны. Такой запал, я не могу сейчас сказать, откуда он взялся. Помогали родственники, наверное, помогали мои из Осетии, помогали его родители нам очень, конечно. И мы физически работали, и приезжали в Сухум, чтобы на неделю работать, брали продукты на неделю, и так каждую неделю. Так я думаю, вся Абхазия так жила в те годы. Знаете, ученые говорят о том, что ген любознательности существует, да, и он выпадает на определенных людей. И этот ген любознательности, он как-то, наверное, ведет. Либо была такая уже советская, может быть, еще заданная мотивация,
что долг человека самосовершенствоваться и развиваться. Но сейчас, оглядываясь в прошлое, и я хочу сказать, может быть, для молодых, что наука сохраняла нас. Вот то, что мы все-таки занимались всегда, над собой работали, она помогала и выживать, и самосохраниться. И вы не ударились в истерику. Вообще, возможно же истерика, конечно, когда маленькие да, дети, и пустой холодильник. Вы работали в аналитической группе при президенте Арзанба в 1996-1997. Что за аналитическая группа? Давайте немножко расскажем, на чем она была сфокусирована, какую задачу или какие задачи стояли перед этой группой, в которую вы входили. Очень здорово, что все-таки в народе всегда есть люди, которые озабочены проблематикой общей и в силу своей любознательности двигали задачу о том, чтобы после войны было понимание у думающей части общества, да, я думаю, не только просто в силу своей профессиональной принадлежности, может быть, или жизнедеятельности, не все это так выражали, но нам встретился такой молодой человек, как Леон Аджинджал, и он один из таких активистов, который был инициатором создания этой группы в свое время, и он выражал запрос на то, что должна быть программа развития Абхазии. С этой инициативой обратился к первому президенту, и он поддержал, как ученый человек, он понимал, что должна быть программа видения, какими путями дальше должна идти Абхазия. И вот были приглашены, кстати, это междисциплинарный коллектив был, там были юристы, филологи, психологи и так далее. Большая была группа? Да, мы издали в дальнейшем по итогам этой работы были тезисы этой программы были опубликованы в газете «Республика Абхазия», она у меня где-то сохранилась. А саму программу мы представили в готовом виде. К сожалению, уже президент по состоянию здоровья не смог увидеть окончательный результат. Но когда мы тезисы представили, я, как сегодня помню, что он нас всех собрал в своем кабинете и говорил о том, что, с гордостью говорил о том, что вот говорят, что Абхазия слаба, а не так она слаба, даже у грузин нет такого документа, а у нас есть. Он так шутил, понятно, но все-таки это было чувство гордости, которое он выразил. Впоследствии мы этот документ переработали, и в память о нем эта книжка в виде небольшой брошюры, основные идеи программные, они были изданы к десятилетию Победы в 2003 году. Абхазия в новом тысячелетии, вхождение в мир в новом качестве. Кстати, этот оборот тоже был заиллюстрирован. Да. Вы много лет, можно сказать, я сейчас не считала, но в 90-х работали в университете у нас. В до 98-го года. Да, до 98-го года работали в Абхазском университете. Теперь поговорим о сочинском периоде жизни вашей семьи. А почему в Сочи? Если честно, побудительным мотивом послужило то, что у нас 2 дочери и сын, и он заболел. Это просто было ОРВИ, но мы тогда на тот момент не знали о том, что есть аллергия, проявление на какие-то антибиотики. Нам назначил молодой педиатр, тогда в Сухуми работала, и она назначила антибиотики. Мы, естественно, боялись осложнений, поэтому давали антибиотики, но они оказались очень серьезным аллергеном для него. И впоследствии это дало такие не очень хорошие результаты, и прогнозировали... Речь идет о самом маленьком вашем, правда и же? Прогнозировали, что он может заболеть астмой. Поиски врачей-аллергологов Леон нас ваш привели... родился в 97-м году. И поэтому мы искали аллерголога, и банально достаточно, почему мы оказались в Сочи, что надо было зарабатывать, и думали, что это временное. Мы не думали так надолго, мы думали, что на время поднять его, вытащить. И нашли аллерголога. На это нужно было дольше времени, чем вы думали, да? Это 3 года. Параллельно мы оказались востребованы, и как-то уже было сложно, и дети росли, и надо было... В общем, вы надолго осели в Сочи, да, Но благодаря Леону, это оказалось, скажем так, спасая Кстати, его.
Да, и где вы начали работать? Мы сразу начали работать в Сочинском институте РУДН. И я хочу сказать, что по традиции Российский университет дружбы народов, он выполнял такую миссию подготовки именно специалистов из-за рубежа. Да. И когда он только-только создался, и они очень нуждались в преподавателях. Почему мы там оказались? Потому что они сами искали преподавателей. Сочи не был вузовским городом, и с этой точки зрения, наверное, можно с гордостью сказать, что мы оказались на первой волне формирования Сочи как вузовского города, как очаг культуры, вуз как очаг культуры, я так рассматриваю. Поэтому это был трудный период, очень сложный, но поддержка именно со стороны Абхазии, первых лиц, и Владислав Григорьевич Арзумов, и Сергей Васильевич Багапыш подписывали соответствующий документ о том, что Абхазия поддерживает создание филиала такого вуза, как Российский университет дружбы народов, вот рядом, близко к границе, близко с Абхазией. И поэтому очень много специалистов из Абхазии мы готовили, мы не чувствовали в этом смысле разницы. Я хочу на этом особо вот, обратить внимание, потому что, ну, даже если считать, что там в Западной Абхазии в основном учились города, такие как приграничье, Гагра, Пицунда, вплоть до Нового Афона, очень много сухумчан, и даже с Очимчир были студенты у нас, так что... Интересно, что когда вы выехали в Сочи, да, и начали там работать, вы еще не были остепененным, скажем так, да? Да. Для преподавателя это имеет значение, я поэтому на это обращаю внимание, конечно. 3 маленьких детей, преподавание, и тут желание защитить кандидатскую диссертацию. Это была амбиция такой неутомимой женщины, или это была вынужденность? Я хочу сказать, что, конечно же, в Сочи я собирать материалы не могла. Все эти материалы были собраны здесь, в Сухуми. Я хочу сказать, и сейчас с огромной теплотой отношусь к таким людям, которые имеют отношение к нашему научному становлению. Например, Леонид Лакербай сыграл в свое время очень большую роль, помогал супругу. Мне очень помогали такие люди, как Руслан Гошба, мне помогала семья Иналыпа, Шалва Денисович, очень много, потому что не было архивов, и ездить в архивы было невозможно. И поэтому я хочу сказать, что кандидатская диссертация, материалы были собраны здесь. Я там их, конечно, с большим трудом, появились первые компьютеры, уже ночами собирала, чтобы защитить. Кандидатская диссертация, если лично моя оценка, я бы сказала, что это и была и возможность выжить с 3 детьми, потому что и в России было достаточно непросто. Я помню, как-то мы приехали в гости с коллегами в Абхазию на свое здесь имение родовое, да, в Адзюбжах, и шутили: у вас все хорошо, но вот вы уехали из Абхазии. На что наш коллега один сказал: ну, вы знаете, Россия же помогает Абхазии, надо же и России помочь. Так он нас очень красиво тогда защитил. Но хочу сказать, что это на самом деле и Россия, и с этой точки зрения первые кандидаты наук, они все были из Абхазии. Ну да, в Сочи. Вот особенно в Сочи, и в Адлере, да, и сейчас там работают выходцы из Абхазии. И я хочу сказать, что внесли в лепту серьезную в становление именно вузовской в общем, культуры, это я было бы время, сказала. когда курортный город Сочи делал как бы разворот или поворот в сторону науки, образования, высшего образования и так далее. Знаете, такой очень интересный момент вообще, если сравнивать, да, я думаю, что и в перспективе мы будем сопоставлять, потому что мы похожи в экономическом смысле, да, регионально рядом находимся. Вот Абхазский университет, он был традиционный, и мы оказались первое время вообще в ситуации, где традиций вузовских вообще нет. То есть здесь некая такая консервативность, традиционность, заданность. Стабильность. Да, вот это центр республиканский был. То есть я сейчас о наследии в этом смысле. В сочинцы всегда
расстраивались при разговоре о том, что у нас нет своих вузов, и вся молодежь вынуждена уезжать. И поэтому как бы в этом смысле была задача стать, чтобы специалисты могли здесь готовиться. И вы в этом участвовали активно, вот заведовали кафедрой в одно время, потом вы были деканом юридического факультета, заместителем директора института по учебной работе, опыт по-моему. у То есть меня очень сам. насыщенный был сочинский ваш период, но потом произошло возвращение в Абхазию, я так понимаю, да? Когда и почему? Ну, наверное, Леон нас мотивировал уехать, и Леон же смотивировал, ну, как бы таким мотивационный момент. Он несколько лет назад принял предложение работать в государственных структурах Абхазии, и несколько лет вот один здесь жил, и одновременно, параллельно с моим материнским таким беспокойством, как он адаптируется и выживает, вот мы получили приглашение. Самый младший в семье, единственный, да. скажем, сын, наследник, и он один в Сухуми. Он был таким сказкой в самые трудные периоды нашей жизни, наверное, потому что такой действительно был очень трудный период послевоенный. Вот. Ну, и я еще хочу сказать, знаете, ну, жизнь циклична, наверное, и, может быть, установка, что мы не, как будто изначально не задавались целью уехать насовсем. Мы рассматривали это тоже как временное, постоянно в голове сидело, что мы как временно уехали и достаточно долго не имели постоянного жилья. Это очень долго, да, до 17-го года. Вот первый учебник по истории государства и права Абхазии в соавторстве вот вы издали, я помню. Да. Скажите, этим учебником пользуются наши студенты? Востребован учебник, если честно? Есть у вас информация об этом? Занимаются ребята по этому учебнику? Используют? Знаете, у меня такой обратной связи нет, в том смысле, что мы же с вами, как в прошлом вузе, вы тоже работали преподавателем, вы же знаете, что если преподаватель рекомендует, рассказывает, соответственно, студенты пользуются. Я хочу сказать, что я продолжаю работать, несмотря ни на что. И вот, кстати, вот сейчас мне звонит студент 3-го курса. Я не могу взять трубку. Хорошо. Да, я стараюсь не реагировать. Но у меня такой от студентов нет обратной связи. Хочу только сказать, что есть коллеги-юристы, которые, например, в лице Камы Джинджоли, я думаю, достаточно известна в Абхазии, человек, она мне в межличностной беседе говорит, что когда мы преподаем эту дисциплину, то часто обращаемся к вашим работам. Мы переходим к финальной части нашей беседы. В студии директор Института экономики и права Фатима Камки. Элеонора, Мадина, Леон, ваши детки. Вот в свое время 3-месячному сыну Леону вы написали, на мой взгляд, очень трепетное письмо. Вы вот как бы запрограммировали своего ребеночка в этом письме. Получилось? Да, очень интересно. Но, наверное, итоги подводить надо, когда... А почему, кстати говоря, это же газета «Вечерний Сухум», тогда в 98-м году газета опубликовала, но на русском, а вот у меня текст на абхазском. Кто перевел? Это мне коллега Валентин Когони сделал такой подарок, я ему очень признательна, у него такой красивый Не, ну просто слог. хороший перевод, поэтому я говорю, кто перевел? Я обратилась к специалисту, потому что подумала, что это, может быть, будет полезно для детей в школах, потому что вот мы начинали с культурного кода, и я хочу сказать, что донести вот этот смысл, который имеет значение как с точки зрения руководства к действию, это ведь очень сложно. Одно дело расшифровать, а потом еще сделать, чтобы это работало и присутствовало. И это письмо как раз родилось параллельно с тем, когда мы работали над государственной знаете, программой. вот я из истории знаю кое-какие вещи вот такого плана. Вот я помню, что вот Киковмен был такой автор сочинения «Страдикикон». Насколько я знаю, он обращался там все время к сыну, наставлял, но это был уже взрослый сын. Или, скажем, Константин... как жанр да, вы хотите Константин сказать. Багрянародный, значит, некоторые свои сочинения очень важные для нас сейчас. Источники он написал как наставление или как инструкция практически для своего сына.
сына Ловеласа, вот скажем так, вот, да. А тут вашему маленькому 3 месяца, вот в такое время обычные мамы, они думают о здоровье, лишь бы он здоровым рос, лишь бы он здоровым рос и так далее, а вы такие серьезные вещи. Истахуб, кяфла, ариадгилача, апсара ухнамхарц. Очень серьезное наставление, честно говоря, вот очень взрослое обращение. Да. И вот... Я думаю, сейчас, тогда это была эмоция, конечно, ну, она была эмоция на фоне того, что мы работали над программным документом. Если бы это вот в аналитической группе, и мы были очень сильно погружены в то, как после войны и какое будущее нас ждет, и какие вызовы есть, и очень хотелось, чтобы ничего подобного не повторялось. И, соответственно, то, что будет зависеть от людей, которые населяют эту замечательную землю, что зависит, чтобы это осуществлялось. Ну, и поэтому оно такое серьезное получилось, потому что Ну, это было связано, не это просто письмо продолжение. матери, Да. получилось как бы обращение к молодежи, вот такое у меня ощущение, вот серьезное такое, вот как будто программное Конечно. какое-то обращение. Оно было связано, и Ну именно да. оно вытекало из Да. этого, из Да. работы над программой и переживанием проблем, которые стоят, и тех угроз, которые мы ощущали, Вы пережив хотели, одну да, войну. вот в нем еще воспитать Да. защитника Родины и так далее. Это насколько важно, потому что я потом обратила внимание на то, что в наше время очень многие родители пытаются ребенка вне армии как-то поднять, да, вот взрослого человека воспитать, вроде бы патриота, но в то же время без нашей армии, без службы и так далее. А ваш сын реально прошел армию, да? Прошел армию, да. Прошел армию, Да, значит, он и сложно. выдержал эти наставления из вашего письма. Вы из тех женщин, у кого семья и работа на одинаковом уровне ответственности. Я знаю, мне это знакомо. Такое бывает на одинаковом уровне. И семья, и работа. И семья, и работа. Вы работали наравне с мужем. А вот так дети, быт, у нас обычно все на женщине. А вот как в вашей семье вот было, да, насколько вам помогал супруг? Беслан помогал вам, разделял вот быт, во вот все вот всем, эти да, трудности, да. сложности? Да? Ну да, один наш коллега, Томас Кецпо, когда-то пошутил, когда мы работали над программой, он говорит, вы взаимозаменяемы, как космонавты. Он в этом смысле придерживался искренне того, что нет видов работ или дел, которые можно делить прямо на мужские и женские. И с этой точки зрения, да, мы действительно во всем помогали друг другу, и так получилось. Я думаю, что, может быть, дети скажут по-другому, скажут, что, ну, может, нам мамы не хватало всегда. Да, Я дети думаю, могут всегда это скажут, сказать, если да. мама занята. С этой точки зрения, хорошо или плохо, сложно мне даже сейчас сказать. Мы с все очень время спецификой. говорим о Леоне. Видите, как вот это самое... Мамы говорят же больше к сыновьям своим какую-то привязанность. Не знаю, научно, насколько это подтверждается, но дочки не ревнуют? Я хотела как раз сказать, что это так какие-то звенья цепи вообще такие, но нет, я думаю, что мы всех одинаково любим, тем не менее. Но так вот он родился в этот момент, и как-то он все время был жертвой вот этих работ научной, которые мы тогда вели, потому что круглосуточно мы обсуждали что-то, и это на фоне с маленьким происходило как-то, и все собирались, обсуждали, работали очень много над этими документами. Если он вдруг начнет интересоваться и спрашивать, хотя он уже, я знаю, он женился, он уже совсем взрослый человек, но какое-то время назад он мог начать спрашивать: мама, расскажи, вот что я в детстве говорил, что я делал не так и так далее. Было что ему сказать, есть что ему сказать. У них поэтому достаточно сложное было детство, наверное. Я думаю, они так сами бы тоже сказали. Ну, когда-нибудь давайте они сами нам об этом расскажут, а сейчас нам нужен эксклюзивный ответ на финальный вопрос, главное, первоочередное на этом этапе Абхазского пути, потому что наша программа называется «Абхазский путь». Первоочередное. Я думаю, достижение согласия относительно того, как мы на всех уровнях понимаем культурный код и как он должен работать. Спасибо. У нас все. Сегодня понедельник. Удачной недели всем. Вам огромное спасибо. Спасибо вам.